Добрый день, доброе утро, дорогие друзья! Снова в эфире организация Лошара, наша рубрика «Прямой эфир с гостем». И сегодня у нас в гостях очень-очень необычный человек. Рассказываю. 20-23 октября 2017 года в спорткомплексе Дак Пираис в Греции, в городе Салоники, проходил турнир «Чемпионат мира среди ветеранов по самбо». В нем приняло участие 270 спортсменов из 18 стран мира. Также в нем выступал 56-летний на тот момент Герман Джанаев, а выступал в категории М5, это возраст с 55 по 55 лет. Герман Адельгериевич уроженец Красного Востока, и хотя сейчас он в родном ауле бывает не так часто, в нем все равно присутствует дух, так называемый гум-аца. И занимается он профессионально спортом, посещает несколько раз в неделю спортивный зал, следит за спортивными событиями, и когда узнал, что будет проводиться первенство, решил принять в нем участие. Участие это, как вы уже услышали, стало триумфальным, и Герман Адельгериевич становится чемпионом мира среди ветеранов по самбо в 2017 году. Герман, салам алейкум. Большое спасибо, что вы нашли время посетить нас. Насколько я знаю, вы вот буквально через пару часов уже улетаете. Расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы, сколько вам сейчас лет, как вы пришли в спорт. И уже плавно будем подходить к основным вопросам касаемо прошедшего чемпионата мира. Добрый день, дорогие друзья. Я с Красного Востока после службы в армии приехал в город Черкесск и начал искать, как я любил борьбу, где позаниматься. Приехал и первым я пришел в вольную, как кавказцы, как обычно, развита вольная борьба. Меня не приняли, сказали, уже возраст. И тот, если вы станете мастером спорта, тренер мне так прямо и сказал, я не знаю. Это нереально. Ну хорошо, но я, так как то только начиналось, дзюдо, я пришел к тренеру по дзюдо, и он мне взял. Ну так, как он еще не развит был у нас. После я позанимался полгода и уехал на Дальний Восток. Ну, работать, как обычно. У нас кто на север, кто куда. Ну, поехал я, и там, естественно, дзюдо нету, начал самбо. Начал самбой заниматься. И в море ходила. После, там, полгода ходим, 2 месяца отдыхаем, я в зал хожу, как обычно. Так, по чуть-чуть, когда 90-е годы, когда начался вот эта вся перестройка, ну, без дела остались, как и все. Я начал, ну, свое что-то дело открывать, и больше времени появился, и стал в зал ходить. Я там дальневосточный турнир выиграл и выполнил мастера спорта. Потом дальше, ну что, возраст-то уже не молодой, что мог больше делать? Ну, сейчас начали турниры организовывать по ветеранам. Ну, я решил попробовать. Поехал. Так как я, в принципе, почти каждый день хожу в зал, можно сказать, каждый день. Иначе ничего не получится. Так не бывает. Пришел и сразу. Ну да. Заниматься надо. Ну, я поехал, вот, как вы уже знаете, в принципе, и выиграл. Вот что вас мотивирует в таком возрасте? Ну, в принципе, это довольно нормальный возраст, зрелый, средний, еще не пожилой. Но все равно, как бы, зачастую люди начинают заниматься там своим бизнесом, там, уходят с головой в семью, в мемуары, в книги. Вот. А вы взяли, вот, задумались и занимаетесь спортом. Вот. Мотивация какая? Ну, вообще, какая может быть мотивация? Чтобы спортом, вот так надо фанатом быть. По-другому не получится. И бывает, просто захотел, пошел. Когда я на молодых смотрю, там пошел, там пошел, там пошел. Это толку-то не будет. Надо в одно место бить, тогда будет толк. Результат будет. Это особенно родителям это касается.
Ну и можно полгода посмотреть, где ему пойдет. Там пусть попробуйте, там пусть ребенок попробует, правильно? Но выбрать один, и в первую очередь родителям это касается. Надо их заставлять. Ну ребенок откуда знает? Потом спасибо скажет со временем, что вы не просто так заставляете. Ну ребенок сам не будет, потому что там и больно падать. Один раз упадет, он уже не хочет. Ну да, зачастую так. Да, так оно и есть. А родители что говорят? А, сынок, не надо ходить, тебе больно. А что с ним получится? Я всегда говорю и там. Надо заставлять. А потом он втянется, уже и не надо будет. А то, что получается? Он туда пошел. Там ему не нравится. Почему не нравится? Больно. В другом месте опять больно. В третьем ничего не получается. В основном родители виноваты. Первоначально родители виноваты. Надо детей выбрал, все, посмотрел там. Если он начинает хитрить, это точно он не хочет. Надо его заставить куда-то выбрать. Ну, сами сядьте, родители, определитесь, куда вы его хотите. Тем более сейчас в спорте платят. Но надо для этого, чтобы получить деньги, быть лучше. Как и все, кому ты нужен. Ну да, конечно. Ты лучше будешь, тогда будете все. Тем более, учитывая сейчас ни работы, ничего нету. За счет спорта-то можно жить, и неплохо. Это все знают. Но для этого надо быть лучше. Это мое мнение. Да, не знаю. Да, определенно. Да. А помимо самбо, какие-то другие виды спорта вы уделяете внимание? Может, там игровые виды спорта, футбол? Да, мы футбол постоянно перед началом тренировки, мы где-то как полчаса играем в зале. Разогрев, да, такой получается? Да. А по такие дни есть у нас специально игровой. Уже мы непосредственно на футбольной площадке играем. По средам у нас футбольный день. Игровой. Мы играем. Такой вопрос, может, чуть провокационный. Как дома отнеслись, вот семья, близкие, родные, вот именно ближайший круг общения, друзья, коллеги, соратники, когда вы сказали, что собираетесь в Грецию? Как могут отнестись? В принципе-то. Ну, которые я в зале хожу, естественно, пацаны, парни, они поддержали, почему бы нет. Они-то меня знают, что я не хуже других. Они почти были уверены, что я выиграю. Потому что они же видят. Нет, в принципе-то... Круто. Нет, потому что, ну, в нашем возрасте, понимаете, тяжело, вот больно, страх в голове образовывается. Не так уже суставы, не так работают. Все равно. Ну все же такие, как я. Правильно? В таком же вот. Почему я должен хуже их быть? Вот таким понятием надо ехать. Человек в первую очередь проигрывает в голове. Ну да, согласен. В мозгах проиграл, все, там нечего и делать. Выходить-то не надо. Не выходя за ковром, ты уже проиграл. Тогда уже нечего выходить. Вот и все. Многие как, даже, как вам объяснить, даже где-то что-то, даже в этом, как на экзаменах, ты, может быть, выучил хорошо, знаешь, приволновался, все забыл, как будто ты не знаешь, что сказать. Есть такое, да. И в борьбе точно так же. Если ты переволновался, ты как будто ничего не знаешь, как новичок. Поэтому в первую очередь в мозгах надо покопаться, чтобы уравновешенным быть, спокойным. Тогда все будет. А если ты в голове проиграл, там не надо и не выходить. Ты точно проиграешь. Соглашусь определенно. А вот помню фотографии, мы публиковали на сайте, в социальных сетях, когда эта новость дошла до нас. У вас была травма, если я не ошибаюсь, да. Что-то вроде рассечения, что ли. Вот как вы реабилитировались? Нормально все пошло, восстановление? Ну, там как, врачи хорошие оказались там, честно. У нас был бы, зашили бы точно. Это однозначно. Ну, там украинец мне головой пошел, и хорошее рассечение было. Но там врачи выдавили все это, гематома, все, чтобы не было, сильность, несколько раз. И закалили. Единственное, там проблема была не успеть по времени, там время дается к врачу. Поэтому я все торопил их быстрее.
Единственная проблема была в этом. Если не успели, то по техническим причинам. Да, ну там есть время у спортсменов дается. Вот там последний, я на последних оставалось 20 секунд. Я уже говорю, хватит, давай, иначе сниму. Да, представляю, как да, это вот такие варианты были. А так, все зажило, не зашивали, ничего. Он выдавил все, заклеил. Все нормально. Да, ну главное, что все обошлось. Да. Здоровье это превыше всего. Ну да, главное здоровье. Здоровья нет, ничего нет. А вот теперь центральный, наверное, вопрос. Какие у вас планы дальнейшие? Может вы, если я не ошибаюсь, вот как я читал, 20-23 октября 2017 года, грубо говоря, год назад, ну плюс еще, да, вот 20 число у нас суббота, кстати, у нас тоже турнир будет в Ауле Карапагу, проходить мероприятие. Грубо говоря, год назад вы стали чемпионом, вот прошел год. Вот какие воспоминания, какие эмоции и самое главное, какие планы? Может вы еще планируете принять участие? Как планирую? Вот сейчас, в данный момент, завтра я улетаю в Марокко, Касабланку, на чемпионат мира. Ничего себе. Прям вообще всегда провожаем, можно сказать. Да, конечно, мурашки. А в какие числа там будет проходить? 19 по 22. Ну, в принципе, да, те же числа, можно сказать. Да, на день числа, да. Будет в Касабланке, вот я туда и лечу. Посмотрим. А настрой какой? Вот, какие настрой, как вам сказать, как обычно. Будем стараться. Ну, ковер, как говорят, скользкий, каждый может упасть. Но главное достойно выступить. Ну да. Да, есть люди так, а если ты даже проиграешь, если достойно, это уже и не обидно. Главное достойно выступить. Моя задача выступить. И без травм главное. И все. Вот моя задача. Да, желаем удачи. Да, пусть фортуна, удача, ситуационная удача, спортивная удача, все прям будет на вашей стороне, чтобы где-то к 22 числу мне поступила информация, что нужно опубликовать вот Герман Джанаев стал двухкратным чемпионом мира подряд среди ветеранов по самбо. Самбо, правильно? Да, будем стараться. Хотел по дзюдо поехать, но я, честно говоря, скорее всего, визу не дали бы. Ну, я первый раз же, это американская виза нужна была, но мне сказали, что тяжело виза дается туда, и поэтому я не рискнул. Ну, на будущем собираюсь по дзюдо. Давайте, будет даже отлично, прям понаблюдать. Стараюсь по дзюдо. Ну, в этот год нет, но на следующий, я думаю, поеду. Да, отлично, удачи вам. А вот мне в голову такой вопрос пришел, вы вот когда турнир представил себе, кто-то ж вас тренирует, наставник есть, секунданты есть, какая в своей команде, скажем так, ваша тим, там, Джанаев тим, например, да, назовем так условно. Ну, как у нас? У нас, как и борцы знают, зал, это многие знают. Есть молодые, есть уже в моем возрасте. Мы все приходим, а как? Молодежь у кого опыт должен набирать? У старшего поколения, правильно? И везде. И в спорте точно так же. Он же, никто его ничего. А вот когда уже на ковре, пока он маленький, конечно, борется, видит туда-сюда и набирает опыт, и мы с ними возимся, боремся, а иначе как? Вот а на чемпионат мира вы сами поедете или все же кто-то сам? Там, нет, там как? Там сам я еду. У нас другие тоже поедут. Там 3 человека еще от Владивостока едут. Но они с другого клуба. И поэтому... А вероятность того, что вы совпадете в сетке? В сетке вполне возможно, с одним я попаду. Потому что он сейчас в моем... вашей категории. В моем категории едет, да. Вполне возможно. Но там видно будет. Ну да. Там, не знаю, как получится. Он, кстати, был на чемпионате России. Он выиграл чемпионат России, но он едет. Да, заявочка неплохая такая, посмотрим, посмотрим. Я же говорю, посмотрим. Ну да, там турнир. Видно будет, заранее ничего нельзя.
Соглашусь. А вот отношения спортсменов иностранцев, вот насколько я знаю, когда даже на Олимпийских играх и на крупных турнирах видят там человек там с России, да, они там сразу мандраж как это не боятся. Вот. А вот в этом возрасте уже более таком осмысленном, да, скажем так, как относятся, когда видят, что им предстоит встреча и схватка со спортсменом из России? Честно говоря, спортсмены все нормальные. Французов было много, очень хорошо относились. Были украинцы, да, они украинцы, но тоже спортсмены нормальные. Но единственное, меня напугало, когда я как раз боролся, как они начали кричать «Слава Украине!» с украинцев как раз. И она говорит, что случилось? Да, Ну, это они так болеют. Да, ну их много было. Потому что они наняли автобусы специальные, видать. Не видать, так оно и было. 2 автобуса полных приехало, украинцев. Да. Их много было. Поэтому так, спортсмены нормальные. Все, они все нормальные. Это политики, может быть. спортсмены... Да, спорт это как раз да, там площадка, где это все опускается. Да, и такие, что говорят эти человек. Они все нормальные. Люди. Но вот все же уточню один момент. Как вот все равно реагируют? Почему? Потому что российская школа самбо это российская школа самбо. Все равно все знают, что если не на 2, то на одну голову спортсмен даже среднего уровня всегда на любом турнире будет выше там, 90% выступающих. Вот. Как-то же все равно они волнуются, может признаются в этом, что вот я увидел там, что я с России со спортсменом попал, и вот я прям почувствовал, что мне там, может, страх какой-то закрался, там, излишняя осторожность. Вот было такое? Да нет, вы знаете, там не так. Например, кто в основном самбой занимается? Бывшие страны. Угу. Ну да, в основном. Да. И там были французы, они дзюдоисты. Они большое значение не имело тогда, когда сейчас некоторые ограничения сделали, а тогда почти одинаково было. Ну да. Поэтому старые-то школа то же самое знают. Это новые уже по-другому. А старые-то в нашем возрасте научены точно так же, практически. Вот и все. Они и были. Они все знают. Дзюдо и самбо, практически самбисты боролись в старые времена, знают. По дзюдо выступали. Ну, почти одинаково было. Там удушающие нельзя было, а тут болевые на ноги нельзя было. Все, а так все одинаково. Все можно было делать. А сейчас, конечно, ограничения сделали, что ноги нельзя трогать. Так, много ограничений сделали по дзюдо. И, по-моему, дзюдо этими проигрывает. Нельзя было, в меру надо. Вот и все. А так они все так же знают. Как можно сказать, самбо дзюдо одинаково практически было. Ну, честно признаюсь, даже прощаться, расставаться не хочется. Прям вы меня так зарядили, знаете, на весь день, может даже на всю неделю. Желаем вам удачи. Спасибо. Желаем вам победы. Не только победы, чтобы... Ну и самое главное, чтобы вы какое-то внутреннее удовлетворение почувствовали от этого. Честно признаюсь, буду следить, сразу промониторю. Вы сказали в Марокко. Я посмотрю, наверняка там будут онлайн-трансляции, буду включать, смотреть, наблюдать, делать скриншоты каких-то ярких моментов, сразу, чтобы были какие-то кадры, раскадровка. И очень-очень хочется, конечно, это уже некая такая просьба, чтобы был такой информационный повод из мира спорта, чтобы еще раз написать о вас и о вашем новом достижении, как минимум золото. Спасибо большое, спасибо вам. Друзья, с нами был Герман Джанаев. Напоминаю вам, присоединяйтесь к нам на наш канал видеохостинге YouTube. Это видео там будет сохранено. Если что, вы сможете в повторе это все посмотреть. Большое спасибо за внимание. Еще раз желаем удачи Герману, хорошей дороги, хорошего перелета, чтобы не сильно это как-то повлияло на ваше состояние. И до новых встреч. Дила хайрла. Все? Да посидите немного, побеседуем еще чуть-чуть. Вы хотите закрыть?